За сутки в полицию города Ухты обратились сразу 5 пенсионерок в возрасте от 68 до 90 лет. Заявительницы сообщили, что незнакомец обманным путем похитил у них личные сбережения. Общая сумма ущерба составила порядка 1 миллиона 100 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что все преступления совершались по одной схеме. Потерпевшим звонил неизвестный, представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что якобы их родственники являются виновниками дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и теперь будут привлечены к уголовной ответственности. Собеседник уверял, что для прекращения уголовного преследования достаточно передать всю имевшуюся наличность его доверенному лицу. После чего пожилые женщины отдавали деньги прибывшему к ним посыльному. На основании показаний потерпевших оперативниками была составлена ориентировка на злоумышленника, забиравшего деньги у престарелых граждан. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого на территории города Ухты. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Удорского района. В ходе разбирательства задержанный полностью признал свою вину. Помимо этого, полицейские установили, что днем ранее криминальный посыльный посетил 50-летнюю жительницу Сыктывкара, которая для спасения родственницы передала ему 170 тысяч рублей. Нашел на сайте подработку. Созвонились, сказали, что там. Сказали, что приехать, там, говорит, ну, сперва в Сыктывкаре поработать, потом тут. С каждого этого клиента 5% мне. Что вы заплатили? Согласился, у меня работы тогда не было, веса не было. Я и не знал, что это криминал. В городе Сыктывкаре совершали? Сперва, да. А потом в городе Ухта? Да, приехал. Сколько адресов всего отработали? 5 или 6, я даже не помню сейчас. Понимаете, да, то, что вы совершали? Сейчас сперва, когда в полицию попал, понял. Что совершали? Да. Да, так я даже не знал даже. Сейчас минусную осознаете? Сейчас остановился. Сказать ничего больше? Хотел бы извиниться перед бабушками, что так поступил. Если бы знал, я бы так не поступал. Все понял. Следователями УМВД России по городу Ухте в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция Коми призывает жителей региона провести беседы с пожилыми родственниками, напомнить о данной схеме обмана, оставить на виду номера телефонов членов семьи и экстренных служб, чтобы в сложной ситуации пожилой человек мог быстрее обратиться за помощью.